Проводить тренинг будет наш спикер, а также ведущий менеджер Национальной геологической службы города Астана, Казахстан Нурсултан Магауя. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, здравствуйте еще раз. Я Нурсултан Магауя, ведущий менеджер управления геологическими фондами в акционерном обществе Национальная геологическая служба. И тема сегодняшней презентации – современная геология, основы, тренды, перспективы, а также и правовые аспекты. Данная презентация была составлена мною, геологами, геофизиками нашей организации, а также заместителем председателя комитета геологии. В целом о деятельности нашей организации. Национальная геологическая служба является оператором по сбору и хранению вторичной геологической информации, в основную деятельность которой входит управление республиканскими геологическими фондами, а также поддержка микропользователей в вопросах нормативного регулирования. Также в основную задачу включается сбор, хранение и систематизация геологических отчетов и данных. В рамках международного сотрудничества мы делаем обмен данными с геологическими службами других стран. В целом, современная геология это больше такая идет сосредоточение на применение на редкоземных металлов, на редкие металлы, такие как литий, кобальт, потому что по современным тенденциям данные требуются для современных электромобилей, также для современных технологий. Особое внимание в этом контексте хочется уделить Корейскому институту геологических и минеральных ресурсов КИГАМ, который в 2023 году на востоке Казахстана нашла месторождение лития площадью 1,6 квадратных километра. В целом, данная из недавнейших, так сказать, находок показывает важность и в целом перспективы именно геологической отрасли Казахстана. А также его с последующей дальнейшей разведкой и разработкой будет уже в рамках международного сотрудничества. И также будет применены современные технологии, адаптация методов добычи к требованиям устойчивого развития. В современные технологии, которые сейчас используются в геологической отрасли Казахстана, хочу отметить внедрение системы искусственного интеллекта, а также проект единой платформы недропользователя Казнедра. Внедрение системы искусственного интеллекта подразумевается чтение за счет машинного обучения и современных программных обеспечений с геологических отчетов, датируемых от 1930 года, с момента формирования вообще в целом геологического архива, куда сдавалась вся геологическая информация, все геологические отчеты. И с помощью этой искусственного интеллекта планируется выявление новых месторождений, выявление оптимальных методов добычи, разведки. И вторым пунктом, который я хочу отметить, это проект единой платформы Казнедра, единой платформы недропользователей Казнедра, который позволит облегчить процесс подачи и соответствующей последующей выдачи лицензий на недропользование, на ту же добычу или на ту же разведку. В целом, также планируется в рамках реализации этого проекта открытие доступа к геологической информации. Под этим воспринимается всеобщий доступ для ознакомления с общей частью геологической информации, с последующим возможным получением копий этих материалов в режиме реального времени, за счет интернета, а не как сейчас в данный момент происходит. Внедрение данных методов цифровизации, можно сказать, улучшит прозрачность, доступность всевозможных геологических данных для последующей, для лиц, которые действительно имеют заинтересованность именно в геологических отчетах. Но в целом
готов вот поделиться вот недавним совещанием, которое было в рамках сотрудничества между Комитетом геологии, между Министерством и, ну и, соответственно, нашей компанией с World. Там обсуждалось несколько вопросов, и вот один из них — это вот карта промышленной политики Казахстана. Добрый вечер. Вот касательно цифровой системы, базы данных, которую вы хотите создать, в презентации было оговорено о том, что преимуществом является то, что любой желающий может получить к ней доступ. Вот хотелось бы узнать, планируете ли вы сделать... Ну, это довольно большая работа, которая, мне кажется, определенно заслуживает каких-то, ну, не столько наград. Вот, в общем, вопрос заключается в том, будет ли доступ бесплатен, или же вы хотите сделать систему, может быть, подписки или чего-то наподобие. На текущий момент у нас имеется интерактивная карта, где показаны действующие лицензии по недропользователям. И с последующим мы сюда будем интегрировать, как сказать, зоны, в которых проводились геологические работы. То есть любой желающий, авторизировавшись, может, нажав или приблизив на любую область, на любую точку, грубо говоря, вот представим, что это не лицензия, а вот именно геологический отчет, где будет показана общая часть геологической информации, то есть вот эта вот книга, грубо говоря, она будет бесплатная. Любой желающий, ну если у него есть никаких ограничительных грифов, любой желающий может просмотреть, скачать. Здравствуйте. Мой вопрос. По вашему мнению, какое направление в геологии считается самым перспективным? Планетарная геология, палеонтология, либо изучение лития? Как думаете? Я бы сказал, геофизика очень перспективная. Она всегда перспективна. А именно вот если в сфере геологии, да в целом геология, она вся очень перспективная. И просто главное свой персональный интерес найти и уже в этой стезе изучать. Работа всегда найдется, если квалифицированный специалист. То да? Можете, пожалуйста, посоветовать для студентов сейчас более что продуктивно, геологию выбирать или геофизику, потому что идет же разделение, и что сейчас более востребовано у нас? Честно, если бы я начал свой путь с самого начала, Угу. вот на текущий момент анализируя, я бы попробовал себя в геофизике. Ну, потому что геофизика, она всегда нужна. Специалисты всегда хорошие нужны. Ага, все, понял, спасибо. Да. Всех хотел бы поблагодарить за участие на сегодняшнем тренинге, всех тех, кто присутствовал сегодня. А также хочу напомнить вам, что в ближайшее время пройдет контрольный этап нашего конкурса. Вся информация будет выслана в телеграм-чаты, а также личные сообщения вашим тим-лидерам. Всем желаю успехов, удачи, всего хорошего. Вам тоже, Нурсултан, большое спасибо за то, что были сегодня с нами, за то, что провели наш тренинг. Всем до свидания. Спасибо большое всем. До свидания.